Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Добрый день. Так, скажите сразу, как видно, как слышно. Проверим звук. И приступим. Так, давайте проверим. Раз. Мокши, мярши, оволь. Все супер, говорит. Все. Салам машал, алейкум салам. Хамзат гила машуоль. Как звук? Если эхо, фонит, не фонит. Картинка вроде вижу нормальная. Ничего не трогаю, ничего не трогаю. Дами, супер. Все отлично тогда. Ассалам алейкум. Приветствую всех. Чечня не Россия, Машуоль. Сегодня у нас 8 мая 2020 года. В 2004 году 9 мая был убит, взорван на стадионе в центре временно оккупированного города Джохара Ахмад Кадыров, главный человек, способствовавший началу войны, со слов Масхадова, как говорил Масхадов, и предатель чеченского народа и идеи чеченского государства Ахмад Кадыров. Давайте обсудим эту тему, обсудим еще какие-нибудь темы. Начнем с... Так, первое, с чего хотел бы начать, я бы вам хотел показать минутный ролик, чуть больше минуты, новостей того периода. Это до гибели Ахмада Кадырова происходят эти новости. Это в самом начале войны, Второй русско-чеченской войны, когда уже Ахмад Кадыров открыто перешел на сторону врага и открыто заявил о своей позиции, да, что вот он теперь человек Путина. Давайте посмотрим этот момент и скажите сразу мне, как будет со звуком, как дела, как будет у нас идти картинка. Ахмад Хаджи Кадыров объявлен в Чечне предателем века. Накануне поздно ночью в Грозном президент Чечни Аслан Масхадов заявил на экстренном заседании чеченского парламента, что отдал приказ на задержание Кадырова, который, по словам Масхадова, сделал все, что было в его силах для российского вторжения в Чечню. Я напомню, что муфти Чечни стал первым, кто с чеченской стороны начал переговорный процесс с федеральными властями. Здесь надо отметить, что, конечно же, речь не идет о том, что Кадыров Ахмад стал первым, кто начал вести переговоры. Это не совсем так было. Нам здесь преподносится ситуация, что Ахмад Кадыров как бы был на стороне Масхадова, на стороне нашего государства. И вот, видя, что положение такое нехорошее, он начинает вести переговоры. Это, как бы он идеологически придерживался одних взглядов, но в связи с сложившейся обстановкой он меняет свои взгляды и идет к врагу. И говорит, что вот я такой-то хотел бы с вами договориться. И ему предлагают условия. Условия, которые предлагала российская сторона на тот период всем, от Масхадова, заканчивая рядовыми бойцами, было это сложить оружие и сдаться. Вот было какое условие. Ну вот Кадыров Ахмад начинает вести переговоры. И он как бы первый говорит, это не то, что не совсем не так, это абсолютно не так. Кадыров Ахмад был старым работником, который работал еще в советское время, окончил учебное заведение в Бухаре. Это было первое и единственное мусульманское образовательное учреждение в Советском Союзе, которое он окончил. Был муфтием, владел владел навыками чтения, изучения, зачитывания, сур каких-то, да. Человек, который воздействовал на умы верующих людей.
через религию, посредством религии. Это очень распространено среди нашего народа. Мы очень верующие люди. Мы знаем, что наша культура и наша вера это одно целое, оно неразделимо. И поэтому можно с уверенностью сказать, что Кадыров Ахмад изначально занимался вот этой своей деятельностью по оболваниванию чеченского народа соответственно, в угоду коммунистической России, империи, русской империи, как бы она ни называлась, она могла быть царская Россия, коммунистической, советской России, потом как бы демократической России, все равно она была Россией, которой служил вот такие люди, как Ахмад Кадыров. Давайте вот сейчас закончим тогда смотреть этот ролик, и можно будет дальше обсудить. 2 недели назад жители Гудермеса делегировали Кадырова в Москву. Он встретился с премьером Владимиром Путиным и... Здесь речь идет о жителях Гудермеса, которые делегировали Ахмада Кадырова в Москву. Но речь идет о братьях Ямадаевых. Это те жители Гудермеса, которые его делегировали. Это были его сподвижники, это были люди, которые перешли на сторону русских оккупантов, на сторону военных Ямадаевы. И они этого Кадырова Ахмада делегировали в Москву. А вот нам журналистка рассказывает, жители Гудермеса. Но эти все жители Гудермеса являются кадровыми, нештатными, штатными агентами российской стороны, российской оккупационной армии. Вот и он прибыл в Москву. И обсуждал с ним ситуацию в Чечне. Власти говорят, что Муфти трудный партнер для переговоров. Он был сторонником Джохара Дудаева, и сейчас его позиция по чеченским событиям часто не совпадает с официальной. Но он начал диалог, и федеральные власти поддерживают эту инициативу. Российские правоохранительные органы намерены обеспечить безопасность Ахмад-Хаджи Кадырова и других добровольных участников переговоров. Об этом сегодня заявил представитель ФСБ генерал Александр Жданович. Он подтвердил сведения о том, что в Чечне создается группа захвата, которая должна выкрасть Муфти и доставить его на контролируемую боевиками территорию. Жданович сказал, что ФСБ сделает все необходимое для нейтрализации подобных групп. Здесь можно понять, что человек приехал в Москву и уже официально начал работать. Это опять же говорит о том, что это Кадыров до того, как еще российские войска вступили на землю Чеченской Республики Ичкерия, он уже был их человеком. Нам хотят преподнести, что вот одна часть сопротивляющей стороны как бы пытается сложить оружие и так далее. Это абсолютно не так. Кадыров Ахмад летал в Москву перед началом Второй русско-чеченской войны. Там договорился, вернулся. Об этом узнал Масхадов. Масхадов не узнал, что он договорился. Он узнал, что он туда летал и встречался по каким-то делам, хотя он не имел права, без разрешения верховного главнокомандующего. Масхадов доверял ему. Строилось полностью на доверии, вот это все отношения строились на доверии, которым в грубой форме злоупотребляли многие люди, как со стороны Аслана Масхадова, так и со стороны других людей, которые окружали Масхадова, которым он доверял, они злоупотребляли этим доверием. К большому сожалению, когда он вернулся, Масхадов об этом узнал, и Масхадов ударил его по лицу. Там присутствовал Рамзан Кадыров, там присутствовали другие люди, которые знают эту историю, были очевидцами того события, когда он вернулся с Москвы, об этом узнал Аслан Масхадов, он ударил его по лицу прилюдно. На что Ахмад Кадыров ничего не возразил. Но прошло какое-то время, была большая задача убить Аслана Масхадова.
так как Аслан Масхадов являлся законно избранным президентом Чеченской Республики Ичкерия, наблюдателей, десятки, сотни наблюдателей из разных стран мира, международной организации присутствовали на этих выборах. Об этом засвидетельствовали огромное количество фото, видео, кадров есть по этому поводу. Об этом засвидетельствовали иностранное огромное количество журналистов. Об этом засвидетельствовали русские, российские журналисты, которые присутствовали. И выборы, на которых прошли, где был избран президентом Чеченской Республики Ичкерия Аслан Алиевич Масхадов, были признаны самыми честными, и очереди стояли с утра до поздней ночи. Даже приходилось продлевать время работы избирательного участка на 2 часа, чтобы все желающие могли проголосовать. Поэтому, чтобы вот этого законно избранного чеченским народом президента чеченцев убрать, Ахмад Кадыров готов был на многое. Он открыто выступал, призывал, и многие люди, которые чувствовали неспособность вести больше сопротивления. Ну и спектакли, как обычно русские это делают, устраивали спектакли, повторно сдавали оружие одни и те же лица, сделалось такой вид амнистии, создавалась массовость этой амнистии, что очень много сдаются, что очень много надо присоединиться. Все, и Ахмад Кадыров давал гарантии людям. И люди, которые не имели практически никакой возможности сопротивлению, уставшие, сдавались под эту гарантию. Некоторые были уничтожены, некоторые были изгнаны, некоторые до сих пор служат в России, как перешли, так и продолжают служить. Ну вот приблизительно так. Аслан Масхадова пытались всячески убить, и Кадыров Ахмад быстро принялся в формированию новой конституции, вернее Россия принялась, и Кадыров как бы очень сильно поддерживал эту ситуацию, чтобы стать легитимным при новой конституции, там и так далее, и так далее. Убийство Аслана Масхадова было делом времени. Вся республика была наводнена агентурой, российскими войсками, спецслужбами. И убийство, гибель Аслана Масхадова, она была как бы предрешена в принципе. И была сформирована быстро конституция, новая конституция, российская конституция, которая была присвоена с 1993 года, когда Россия сформировалась как государство. У Чеченской Республики, входящей в состав России, которая была прописана в той конституции 1993 года российской, там у той Чечни, Чеченской Республики, не было конституции. И вот в первый раз конституция была принята в 2003 году, новая конституция России, россиянами и так далее. Первая статья этой конституции гласит, что Чеченская Республика является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это было основной задачей, для чего принималась эта конституция, что вот чеченский народ соглашается, проводит референдум и принимает конституцию, что Чеченская Республика является неотъемлемой частью Российской Федерации. Конечно же, сама процедура проведения, процессуальная сторона вот этого референдума, она была проведена с грубейшими нарушениями. Никакой критики эти выборы не терпят. Сам процесс имеется в виду. Также само участие в голосованиях также является незаконным. Вопрос, который ставился на референдуме о вхождении, о принятии новой конституции при живом президенте, при старой конституции, во время военных действий, тоже было незаконно. Такие вопросы ставить в принципе нельзя было. Принимали участие на этих выборах, голосования, во-первых, с большим нарушением и с массовой подтасовкой. Каждый день шли боевые действия, каждый день уничтожались оккупанты, гибли мирные граждане, убиваемые со стороны российской оккупационной армии и их пособников.
Также на этих выборах голосовали, как выборы президента, так называемого президента, и референдум по Конституции. Принимали участие оккупационный контингент, который находился, дислоцировался на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, что также являлось грубым нарушением международных норм и принципов. Ахмад Кадыров, после того, как его назначили, отдалился от своих товарищей, как тут было сейчас в новостях сказано, от жителей Гудермеса, которые его баллотировали там или делегировали в Москву, отдалился от них, то есть от Ямадаевых, братьев Ямадаевых, Рудника Дудаева, Маулади Атлангириева, который проживал в Москве и был работником российских спецслужб. Рудник Дудаев был генералом ФСБ и тоже очень хорошо владел Кораном, сурами и умел ими хорошо жонглировать и манипулировать. Ну вот эти люди, с ними он отдалился, так как уже стал главой республики, и вот он был такая ситуация. И вот в 2004 году, 9 мая, Кадыров Ахмад ей должен был ехать на открытие аэропорта, который они разбомбили, себе там открыли какой-то там аэропорт, и туда пригласили Кадырова Ахмада. Ехал туда он на машине, поступил звонок ему на телефон, и сказали, что ты должен присутствовать 9 мая на параде на стадионе «Динамо». Рамзан Кадыров, его начальник личной охраны, в то время находился по его, видимо, заданию в Москве по каким-то делам. И Ахмад Кадыров развернул свой кортеж, свои автомобили, вернулся в черту города на стадион «Динамо», где сел на место VIP-персон и где был взорван. Вместе с ним погибло еще несколько человек, в том числе Исаев, был там один человек, и Баранов, генерал Баранов, русский оккупант, которому оторвало ногу. Еще несколько человек были убиты, ранены и травмированы. Я покажу вам новости, они того времени, 9 минут, взято с канала ЧРИ, история ЧРИ. Я тоже вот покажу, это хорошее напоминание для многих наших людей, чтобы мы понимали, освежили в памяти эти события. Это очень важно нам знать. И все надо сохранить, все надо помнить. Так, давайте я включу вот этот ролик вам на канале RTVI. Сейчас, одну минутку. Так. Приятного просмотра. На стадионе. Рассказывает Светлана Губанова. В Чечне объявлен трехдневный траур. На зданиях государственных учреждений приспущены флаги. Со всей Чечни в селение Центарой для прощания с Ахмадом Кадыровым едут и идут люди. Все улицы забиты машинами, но народ продолжает прибывать. Мы говорили о том, как мы будем строить города, как мы с вами будем восстанавливать экономику, налаживать мирную жизнь. Данные о погибших противоречивы. Уже сегодня говорят о 24 погибших и более 50 раненых. Практически все раненые в тяжелом состоянии находятся в районной больнице. Среди них и командующий объединенной группой войск Чечни Валерий Баранов. На сегодняшний час операцию, как мне говорят, докладывают, операция тяжелейшая, по ампутации ноги, состояние тяжелое. Прокуратура продолжает расследовать обстоятельства взрыва. Люди поговаривают, что его можно было бы спрогнозировать. Праздник 9 мая в Чечне последние годы не обходится без теракта. Стадион «Динамо» взрывали в прошлом году. 2 года назад трибуны с мирными чеченцами были обстреляны из гранатомета.
Чуть меньше недели назад Ахмад Кадыров в одном из последних интервью заявил об объявленной на него охоте. «Это сделано с целью меня запугать», — сказал он. «Однако мы не должны потакать террористам». Территория стадиона накануне праздника несколько раз была осмотрена саперами. Ничего подозрительного не обнаружили. Только сейчас, по заключению экспертов, стало ясно. Работали высокопрофессиональные специалисты. Фугас был сделан на основе артиллерийского снаряда. Взрывное устройство оказалось заложено точно под президентской трибуной. Чуть меньше недели назад на стадионе закончили косметический ремонт. Занималась ремонтом обычная служба жилищно-коммунального хозяйства в составе 15 человек. Любой из рабочих может быть причастным к взрыву. Однако никто из подозреваемых пока не задержан. Светлана Губанова, телекомпания «Эхо». Неожиданные потери в высшем чеченском руководстве создали проблему сохранения преемственности власти в республике. Известие о громком теракте в чеченской столице, похоже, не стало неожиданностью для Кремля. Политики федерального масштаба прекрасно понимали, что Кадыров обречен. По крайней мере, любой, на мой взгляд, журналист, который занимался Чечней, это для себя понимал абсолютно отчетливо. Речь шла о времени. Не выглядел растерянным и российский лидер, лишившийся своего ставленника в Чечне. Меня поразило, что у него нет никакой растерянности. Что растерянность у сына Кадырова в спортивном костюме человека в Кремле, полное непонимание, что делать дальше у Абрамова, исполняющего обязанности президента на сегодняшний день, председателя правительства, и наоборот, спокойствие и понимание, что происходит у Путина. Путин и все это окружение воспаляли Кадырова все эти годы. В общем-то, сделали на него основную ставку. А сегодня на похоронах Кадырова не был ни один из них. Даже представитель в Южном округе тот не побывал на похоронах в интервью. То есть это говорит о том, что, конечно, власть растеряна, она понимает, что им туда ездить небезопасно. И она понимает, что все эти годы, которые шла эта война, что они врали, говорили, что якобы Чечня покорена. Устранение политического противника вряд ли внесет утраченное единство в ряды сепаратистов. Нельзя сказать, чтобы все отряды подчинялись Басаеву или все отряды, действующие на территории Чечни, подчинялись Масхадову. И помимо тех сил, которые сконцентрированы в их руках, существует еще целый ряд банд, откровенных банд бандитов, боевиков, промышляющих грабежами, разбоем, похищением людей и так далее. Если это группа людей вокруг Масхадова и группа людей вокруг Басаева, то, конечно, они абсолютные противники Кадырова, но им не нужна нестабильность, им нужна власть вместо Кадырова, а они за нее пока не борются. Прийти к власти – это значит участвовать в выборах. Пока они для себя такого решения не приняли. Установившееся безвластие дает дополнительный шанс на возобновление мирного диалога. Сейчас Кремль должен... Здесь стоит отметить очень важный момент. Вот мы смотрим RTVI, смотрим журналиста, которого мы давно знаем, да, который как бы Карамурза, да, по-моему, зовут, который, ну, объективен, как бы на первый взгляд кажется. Ну, тут одновременно подается такая информация, что установилось такое время, такое безвластие установилось, вот такая вот непонятная ситуация, да. Вот был Масхадов, были выборы, все это было, а потом раз Масхадов, они куда-то исчезли. И потом установилось безвластие. Потом был Кадыров, его убили, и опять безвластие. Ну вот больше никого. И ведется обычная подмена понятий. Вот эти люди, которые вели на НТВ программе, да, я смотрел их, я тоже пытался как-то разобраться, но эти люди все, вот эти либералы, демократы там, и так далее, они все нам отказывали в праве на независимость. Они считали нас ниже себя. Они считали, что у нас нет должно быть никаких прав, да, что вот мы часть России и так далее, что идет агрессия против войны. Этого не говорили российские журналисты, они не говорили, что это наши дома взорвали наши же спецслужбы, и теперь мы ведем геноцидную войну, преступную войну против независимого, суверенного чеченского государства, с которым мы только что подписали договор о мире. Да? Кстати говоря, некоторые утверждают, что, например,
тот же Бабченко Аркадий утверждает, что они были там контрактниками, да, и у нас тоже некоторые их называют контрактниками. И что вот ЧВК Вагнер, они появились вот только в Сирии там, и так далее, и тому подобное, или в Украине они где-то воюют. Но это не так. Абсолютно это не так. Потому что появились вот эти частные военные компании, так называемые, да, частные военные компании, наемники так называемые, обычные наемники. Ну, они финансировались, как бы не скрываясь, просто обозначали контрактниками. Контрактник — это человек, который служит по контракту на законных основаниях. Но в данном случае в чужое государство, вот этот наемник, он не имеет права ехать. Как только он едет туда, он уже не контрактник, а наемник. И это люди были наемниками. И нам преподносили, что вот там это контрактники. Например, тот же Аркадий Бабченко выступает там в Америке, в Нью-Йорке где-то, рассказывает сказки, как он в своей стране воевал там и находился на преступной войне там и так далее. Это не была их страна. И как только Бабченко и другие признают, что это была не их страна, а она не была их страной, то они автоматически становятся наемниками. И они уже подпадают уже под международное право, под международное уголовное право. И в 1997 году между Россией и Чеченской Республикой Ичкерия был подписан договор о мире. И это был единственный документ, который мы подписали после развала Советского Союза. Да, мы вышли из Советского Союза. И по крайней мере с этого периода, с 1997 года и дальше, да, если даже не было, если не считать первую войну, что там были контрактники и наемники, то во вторую войну, куда Бабченко, первую войну он как срочник пошел, а во вторую войну он пошел как уже контрактник, как он говорит. На самом деле это как наемник. Вот, во вторую войну уже глупо просто отрицать, когда их страна, их президент подписали с нашим президентом договор о мире и обозначили Чеченскую республику Ичкерия как Чеченская республика Ичкерия. То есть независимое или зависимое государственное образование, отдельное государственное образование, которое не входит в Российскую Федерацию. Значит, с 1997 года уже есть документ, где Бабченко и остальные преступники ехали уже не в качестве контрактников на территории своей страны наводить там какой-то там порядок, как они какой-то считают, а воевать против чужой страны, то есть акт агрессии налицо. Вот тоже один факт. И вот эти журналисты нам вот постоянно занимаются подменой понятий. Здесь могут сказать 80% правды, но 20%, которые очень существенны, да, меняющие суть происходящего факты. Эти факты нам занимаются откровенной подменой понятий. Эта подмена понятий наблюдается не только в то время, но и сейчас. И даже среди тех, которые сейчас нам представляются как бы демократами там, или не демократами, но какими-то там сторонниками чеченского народа в разных степенях, и в религиозном плане, там есть духовное управление мусульман разные, есть разные салафитские движения, которые также играют на руку и говорят 80% правды, и 20% постоянно искажают действительность и преподносят так, как невыгодно в целом чеченской государственности, как бы это, как ее лишают этой государства, пытаются лишить у них не получится, но попытки, конечно, предпринимаются. Давайте дальше послушаем эти новости. Задуматься и считать и должен и обязан, конечно, в какой-то степени попытаться изменить эту ситуацию. Звук мой, Алиш. Самым мудрым было бы для Кремля сейчас пойти на политические переговоры с той оппозицией, которая там существует, с теми же лицами, с тем же Масхадовым. Со времен выборов Аслана Масхадова в республике не было необходимых условий для демократического голосования. Я был на выборах, когда был избран. Вот очень интересный момент, сейчас внимательно послушайте. Этот человек, Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», говорит здесь правду. Вот здесь я с Валерием Яковом полностью согласен. Кстати говоря, там к разным антисемитам, этот человек, по всей видимости, еврей, я точно не знаю, так что вот еврей говорит правду. Мы иногда говорим, почему евреи не говорили правду. Мне писали тут в комментариях. Вот сейчас
возможно, это еврей, но вот он скажет немного правды. Ездил много по селам, по горным селам, смотрел весь день, как проходили выборы. И должен сказать, что несмотря на то, что тогда противостояли друг другу разные кандидаты: Масхадов, Басаев, там целый ряд Удугов, выборы были абсолютно демократичными, потому что народ стоял с утра до вечера в очередях на участке там, и голосовал за того, за кого считал нужным. Выборы Кадырова — это уже были, к сожалению, выборы такого современного пошиба российского, когда выбирал не народ, а выбирала администрация президента. В Чечне произошло только одно за время избрания Ахмадхаджи Кадырова. Это опробование черных технологий. Больше ничего. Никаких демократических процедур там не было. И после голосования их не стало. Кадыров шел к власти на волне, как бы, вот Конституция, я вам помогу жить, вот уйдут войска, мы будем жить по Конституции. Но и этого не произошло. Наверняка в сентябре, когда будут выборы президента, то президента будет выдвигаться сын Кадырова. То есть на этом сама система власти, конечно, как они хотят, как они смотрят на эту проблему, она не будет меняться. И поэтому сегодня ждать каких-то демократических выборов в Чеченской Республике нет никаких фактов. Просто мне кажется, это будут обычные выборы, фальсификация полная, как была до этого все эти годы. Сохранение противоречий внутри чеченского общества делает вероятной угрозу продолжения террористических акций, рассказывает Александр Орлов. Теперь в России и за ее пределами точно знают, что же на самом деле означает знаменитая путинская фраза «мочить в сортире». В сортире не в сортире, но Ахмада Кадырова, в отличие от других, действительно взорвали чуть ли не у себя дома. На его персональной гостевой трибуне, на персональном президентском стульчике, в плотном окружении ближайших друзей и охраны. Не все понятно и с авторами теракта. По крайней мере, первая реакция российских политиков – замочили Кадырова свои, а может быть и вообще наши. 75% российских граждан в месть Басаева тоже не очень верят. В Кремле, понятно, все валят на международный терроризм, из Думы кричат о внутреннем предательстве, а из-за границы звучит радостное «за что, мол, боролись, на то и напоролись». Фактически все эти годы он прикрывал собой и Чечню, и чеченцев. И уверенно вел свою республику к мирной жизни. Лидер сепаратистов Аслан Масхадов сегодня заявил из подполья, что он и Басаев вообще ни при чем, что все это московские спецслужбы, и выразил соболезнования родным и близким. Другой важный вопрос: кто будет пока в Чечне за главного? Путин уже утешил на плече 27-летнего сына погибшего Ахмадхаджи. Рамзан... Кто будет, вот вы слышите, тут идет в начале издевка идет, да, где рассказывается, что Кадырова Ахмада Путин там обещал мочить в сортире, и Кадырова Ахмада фактически там замочили в сортире, они хотят на стуле, на стульчике, говорит, да, это такой подкол, это человек, который перешел на их сторону, его взорвали, и вот журналисты вот в таком в таком плане передает. Потом также там сообщается там про власть, что сепаратисты. Аслан Масхадов, который встречался с их президентом, подписывал договор, где русские подписывали, президент русских подписывал, что он встречается с президентом Асланом Масхадовым, да, Чеченской Республики Ичкерия. Вот эти журналисты, объективнейшие, самые честные, самые либеральные, демократические журналисты, называют его лидером сепаратистов там, и так далее. Хотя это президент, их же страной признанный президент. Соболезнования родным и близким. Другой важный вопрос: кто будет... Здесь говорит, что Аслан Масхадов выразил соболезнования. Может быть, выразил, я никогда не слышал, чтобы Аслан Масхадов выражал соболезнования. Да, возможно, он сказал, что мы не причастны к этому. И этого я тоже не слышал, но соболезнования я точно не слышал. Но вот журналисты говорят, что Аслан Масхадов выразил соболезнования. Пока в Чечне за главного. Путин... И как говорит, пока в Чечне за главного кто будет. Вот тоже вот только что они там рассказывали, что вот пустота нету, безвластие установилось. И тут в Чечне за главного, да, ну такие... Ну, кто мы? Никакие мы не граждане, никакие мы не люди. Ну, такие какие-то там недоразвитые какие-то дикари, у которых какой-то главарь там банды.
И на самом деле они все рассказывают про себя. Их Путин и точно есть такой же главарь банды. Самый настоящий, не бескультурный, без моральных, нравственных принципов, рамок. Это мерзавец самый настоящий. Главарь Пахан банды их, царь Шариков. Вот они нам это навязывают. И это самые объективные журналисты. Уже утешил на плече 27-летнего сына погибшего Ахмад-Хаджи. Рамзан Кадыров, к слову, пришел в Кремль в голубых трениках. И уже сегодня его назначили первым вице-премьером чеченского правительства. Правда, звучат опасения, что один из самых жестоких людей Чечни, а Рамзана Кадырова таковым считают чуть ли не все чеченцы, еще долго не сможет здраво оценивать ситуацию и, вне всяких сомнений, начнет мстить за отца и резать всех подряд. У него в распоряжении целая армия, состоящая в основном из бывших басаевских боевиков. Здесь мы видим опять же подмена понятий, что вот Рамзана Кадырова, что вот он сейчас будет мстить за отца, и вот все, вот этот либеральнейший, справедливейший, объективнейший канал RTVI, который там, ну, просто сама справедливость и честность, показывает, что 27-летний гауляйтер, который пришел к Рамзану Кадырову, к Путину, ну, он ничем не управляет, ничем не владеет, ничто не может, он может максимум возглавить там 5 человек группу где-нибудь там посторожить, оцеплений постоять. Этот человек сейчас будет там всех убивать, что у него там какие-то там мощные силы, мощная армия, ну, в принципе, какая-то группа людей Кадыровым, Ахмадом была собрана, но Рамзан не делал. Но сейчас нам чисто вот то, что сейчас от нас требуется, сейчас от нас добивается. Чеченизация. Тут только что вот журналист произносит эту чеченизацию. Что вот теперь с большой армией он будет резать всех и убивать там и так далее. То есть уже русские как бы вот стоят, вот они с автоматом, сбоку стоят, никому не мешают. А чеченцы сами уже между собой убивают. Вот это самый объективный канал. И вот так нас дурили всегда. И сейчас нас дурят. И сейчас нам то же самое рассказывают. Но теперь сейчас уже против Кадырова есть другая группа лиц, которая тоже сейчас борется как бы с Кадыровым. И опять происходит то же самое, что вот такие чеченские разборки. Давайте продолжим просмотр. Он дитя войны, то есть ему, насколько мне известно, 27-28 лет, и он родился и рос, и становился как личность именно в годы вот эти десятилетия хаоса и беспредела в республике. Формально первым человеком, то есть исполняющим обязанности президента Чечни, сейчас является 30-летний московский чиновник Сергей Абрамов. Его не так давно прислали к Кадырову премьером. Западная пресса в целом очень мрачно... Давайте посмотрим, что говорит западная пресса, внимательно. Кадыров ожидал покушения. 52-летний Кадыров, человек с низким голосом и не слишком приветливым выражением лица, говорил о том, что смертный приговор, который вынес ему бывший президент и лидер сепаратистов Аслан Масхадов, все еще остается в силе. Да, ну здесь тоже нужно ответить. Франкфуртер Allgemeine, по-моему. Франкфуртер Allgemeine называют. Да, немецкая газета, я не знаю, что они имеют в виду, но если мы все помним, да, прекрасно, что в Чеченской республике Ичкерия была демократия и власть была разделена. И президент Масхадов никак не мог вынести предсмертный приговор Кадырову Ахмадову, потому что судебная система была отделена от законодательной и исполнительной власти, и президент никак не мог повлиять. Так же, как не мог президент повлиять на другие ветви власти, так у нас была демократия не как в России понарошку. И Франкфурт, немецкая газета, могла бы это как бы понять. Ну, хотя перевод русских мог быть ошибочным или лживым. Или это может быть цитата просто Кадырова Ахмада. Идет так, как в кавычках. Пойдемте дальше. Оценивает дальнейшие российские перспективы в Чечне. Теперь, по мнению большинства западных газет, когда со смертью... The Times пишет, убийство Кадырова разрушает надежды Москвы на мир в Чечне. Из-за этого трагического происшествия России теперь будет значительно труднее выбраться из чеченской трясины, говорит. Кадырова на пресловутой чеченизации конфликта поставлен крест, Путину придется начинать все сначала. Вот они тут даже не отрицают, что вот на чеченизации конфликта со смертью Кадырова поставлен крест.
Они об этом сами тут говорят. И вот что надо Путину начать все сначала. Ну, сначала все он и начал. Та же газета Frankfurter Allgemeine сообщает, вместе с Кадыровым был выстроен, а теперь пал фасад мирного процесса в Чечне. Или с конца. Александр Орлов, телекомпания «Эхо», Москва. Ну вот, в принципе, что сообщает, ну, кратко, самое объективное. Есть еще новости по этому поводу, которые тоже можно будет посмотреть. Ну, может быть, сейчас будем общаться. Потихоньку частями можно будет их показать, чтобы все не показывать. Давайте сейчас обсудим эту тему. И есть какие есть другие темы. Давайте обсудим. Так. Давайте. Рамзан универсальный предатель, говорит, Чечня не Россия. У графины русские. Так. Леонид Стартов. Заметьте, русский это прилагательный, а, например, немец, чеченец и так далее, имя существительное. Вот и думайте дальше. Асамбек Тута. Путлер убил Кадырова из-за разногласий по нефти. Все это знают. Рамзан у своего нового папы попросил себе должность. Да, такая тоже версия есть. Ее отрицать, сбрасывать со счетов мы не можем. Так, Ханна Лисовенко, гауляйтер, это правда. Ламбер Камерон Хайнг. Так, давайте тут не будем ругаться. Адам Цетер. С этого момента и пошла утка о чеченском междусобчике. Типа мы русские, ни при чем, это у них клановая разборка, тактический ход перед мировым сообществом. Да, они долго к этому шли. Если вы помните, еще когда были переговоры между Ельциным и Яндарбиевым, исполняющим обязанности нашим вице-президентом после гибели, возглавивший нашу страну, президентом Зелимханом Яндарбиевым, пытались посадить, Ельцин пытался посадить Яндарбиева напротив Завгаева, а сам сесть во главе стола. И на что категорически Зелимхан Яндарбиев отказался, и Ельцин был вынужден сесть напротив Зелимхана Яндарбиева и провести такие переговоры. Были просто вынуждены это сделать, они никогда бы так не сделали. Ну вот мы приходим к тому, что вот уже чеченизация, об этом уже говорится, всячески пытается перевести эту войну, чеченский конфликт из русско-чеченского. И сейчас продолжают люди то же самое делать. И сейчас мы должны очень внимательно за этим следить. Не должно, если прошло 10-20 лет и там много мы потеряли людей, не должно измениться то, чему они пытались добиться. Это очень важно. Если мы отступаем от этого, то вот эти люди, 300 тысяч, которых мы похоронили, то эти смерти зазря получаются. Мы тогда, получается, уступили вот после гибели этих 300 тысяч. А могли бы уступить до гибели этих 300 тысяч и сказать, да, у нас чеченизация там, и так далее. Нет. Идет русско-чеченская война. И русско-чеченская война закончится только мирным путем, только подписанием договора между двумя странами, между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией, в какой бы виде она ни была. Или Российская Федерация должна перестать существовать и перестать иметь к нам какие-либо претензии, территориальные или политические. Но мы, опять же, имеем право и юридические, и политические, и экономические требования требовать сатисфакции, так как восстановление справедливости, так как наши права, огромное количество людей прав, как отдельных личностей, так и всего народа и государства попраны. И мы должны восстановить наши права, и мы это должны требовать всегда. И это важно, для этого не нужны армии, для этого достаточно знать свои права и знать, что ты имеешь на это право и требовать их. И это несложно делать. Четко на этом надо стоять всегда. Это очень важно. И если бы это не было бы важно, не было бы никаких бы референдумов, никаких бы конституций. Весь мир смеялся над Россией, смеется над Россией. Референдум 2003 года о принятии конституции, в которой в первой главе написано, что Чечня является частью России. Этот референдум, например, Германия не признала.
И эта конституция, и это образование не является действительным, с юридическими, политически, конечно, по-другому относится, но юридически Германия не признает этот референдум и Чеченскую республику в составе России. Вот эти моменты нам очень важны. Если бы они не были важны, русские, еще раз говорю, не тратили бы огромные средства, не выставляли бы себя посмешищами, не унижались бы так. Они просто сказали, все, нету, будет теперь такая конституция. Нет, эти процедуры и мы соблюдали, проводили вот с утра до ночи, выборы были, шли к этому очень долго, подготавливались, приглашали разных наблюдателей. Была проведена огромная работа, огромная. Ее просто недостаточно освещали, недостаточно понимали эту важность исторических этих моментов на тот период времени. Но сейчас мы это понимаем, мы должны освещать, говорить. У нас есть государство, и мы это все должны четко осознавать. Никуда мы от этого факта деться не можем, никто не может деться. Единственное, когда мы отказываемся, мы можем лишиться нашего государства в данном случае, когда юридически все как просто комар носу не подточит сделано. Это если когда мы сами откажемся. Мы сами отказываемся от этого, вот тогда вот, да, мы лишаемся нашей государственности. Но мы не можем так поступить, да, у нас мы не имеем такой роскоши, чтобы вот взять и просто стать рабами, отказаться от 300 тысяч жизней наших сограждан, ну и так далее, и так далее. Так, давайте почитаем ваши вопросы. Так. Адам Цета. Сегодня быдло продолжает верить, что вся суть в Кадырове. Я их называю дети войны, мутанты. Да, много пропаганды идет, и мы должны с пониманием попробовать относиться. Надо относиться с пониманием. Хамзат Гилаев, Ханна, так, антиподус, так, я тоже. Американцы тоже тогда нация. Так, давайте. Маждада. Путину нужна чеченизация конфликта, особенно после вопроса немецкого журналиста в лоб. Да, абсолютно верно, Маждада. У Путина всегда, у КГБ, это не только у Путина, методы у КГБ, может быть, и у других спецслужб в мире такие же методы. Главная задача не самому исполнить. Задача, чтобы кто-то сделал, выполнил ваше желание, вашу волю, не беря на себя ответственность, вот вы не берете, другое лицо выполняет, или группа лиц выполняет вашу волю. И несут всю ответственность они сами, но вы остаетесь в тени. Это вот основная задача спецслужб. И основная задача Путина вот заключается в том же, что это была чеченизация, и он вот помогал одной из сторон, и никаких вопросов к нам нет. Завтра в суде они именно это нам будут говорить. Что вот мы помогали одной стороне, которая устала от террористов, от ваххабистов там, и от каратистов. И вот они решили теперь помочь стороне Ахмада Кадырова. Вот у нас есть секретные протоколы, мы встречались, Кадыров просил нас о помощи, что вот чеченский народ погибнет. Они нам это все в суде будут. Если мы доживем до этого суда, на этом суде они нам это будут рассказывать. Без сомнения. То же самое происходило в Крыму, например. Захватили Крым, вошли. Подготавливается ложно пропагандой, подготавливается население, им объясняется, что вы будете жить как в Москве, у вас приезжает Жириновский, Лужков, обещает, у вас все будет бесплатно, мы вам там будем давать там просто так деньги и так далее. Людей сперва завлекают, потом вводят войска, оккупируют и говорят, ну вот видите, они провели честный референдум. Ну все, и весь русский народ, опять же, надо, чтобы поддержал, ведется против русского народа пропаганда, что это наши люди, что это надо помочь, это скрепа наша там и так далее, и так далее. И в итоге все организовывает, мутит, подготавливает, запускает Путин, становится как бы ответственными за это, за все становится русский народ и крымские жители Крыма, которые там проживают, которые очень сильно хотели. Там бьют на щите там плакат, приклеивают, да, на рекламном щите, что теперь хоть с камня с неба мы с Россией. Ну и как бы это уже мнение всех крымчан.
да, в том числе там крымских татар, там украинцев, там и других русских, которые не хотели быть в России. Ну, как бы это их тоже мнение получается. И все, мы, получается, весь там крымский народ об этом говорил. Ну, это же пропаганда, это же не по-настоящему. Это же нечестно. Так, давайте дальше. Так, ассаламу алейкум, всем братьям, говорит мистер Смит, ва алейкум салам. Адам Грузинский. Путин убил Кадырова за то, что второй требовал обозначить Чечению как союзной республики, а не как субъект Российской Федерации. Вот еще одно мнение есть, да. Одно мнение из-за нефти, другое мнение, вот Адам Грузинский говорит, что он требовал союзной республики. Чечня не Россия. Нет, Ахмада убили, Чечня не Россия говорит, нет, Ахмада убили не из-за нефти, его убили, потому что в нем почувствовали несколько процентов человечности. Вот есть еще одно мнение, вот 3 мнения мы уже услышали. Свое мнение я ранее озвучивал, кто причастен к смерти Кадырова старшего. Ну вот я не буду сейчас на своем говорить, но вот мои подписчики, мои друзья говорят вот 3 разных мнения. И это говорит о том, что у нас работает демократия, у нас есть разные мнения, плюрализм мнений, разность мнений, мы имеем разные точки зрения и высказываем их, и это очень, это замечательно, уважительно, вежливо, мы должны также во всех вопросах, которые не касаются нашей государственности, территориальной части, вот этих моментов, мы всегда должны нашей независимости, свободы. Вот эти вопросы, если не касаются, остальное мы должны толерантно, уважительно высказывать свои позиции, отстаивать свои позиции, где-то оставаться при своем мнении, если там оппонент неубедителен на своей позиции. Так. Аслан, несет ли НСБ за предательством Кафырова ответственность? Национальная служба безопасности, это говорит Аслан Лорс, из-за предательства Кафырова ответственность. Нет, я не знаю, это сложный вопрос, конечно, Аслан, но я не думаю, что наши спецслужбы несут за это ответственность. Хотя, если этих спецслужбах были нечестные на руку люди, то, конечно, тогда это разбираться надо. Дела бой Бог Боба биш. Поэтому я не знаю, это сложный вопрос. Иса Азимиса. Я надеюсь, когда придет время, оно придет все, что связано с Кадыровым, будут прокляты и изгнаны из Чечни. Те, кто заслуживает уйти в мир иной, те, кто шнырел, загнан и проклят. Есть такая процедура, когда тебя лишают гражданства. Мы можем таких людей лишать гражданства. Это, конечно, будет выносить там наш парламент, принимать такой закон, да, допустим, все, кто сотрудничал с российским оккупационным режимом, те лишаются гражданства, там, да, или там их выселяют, имеется в виду, лишают гражданства, и ты не можешь находиться там больше 3 месяцев на территории вот нашей страны. Короче, тебя лишили гражданства. Может, так произойдет. Может быть, есть, например, другая процедура. В Литве, например, там, в Латвии, по-моему, или Литве, есть такой институт, где, как же он называется, без гражданства. Когда лицо не хочет там, по каким-то причинам стать гражданином, да, не может язык там, допустим, сдать, или имеет российский паспорт и не может от него отказаться, эти лица лишаются, не получают гражданство. Они имеют такие же права, как все граждане, находящиеся на территории, но они не имеют права, во-первых, баллотироваться, участвовать в государственной деятельности, принимать участие в государственной деятельности и также голосовать. А так у них все остальные права есть. Они не могут занимать какие-нибудь государственные должности, в том числе там, школьного учителя или директора школы, там какие-нибудь административные должности не могут занимать, но при этом имеют равные права, могут заниматься бизнесом, жить и никуда не лезть.
и как бы они лишены, там, урезаны определенной степени в правах. Об этом, кстати говоря, говорил Джохар Дудаев, что будет там зеленый паспорт, там желтый паспорт, такой паспорт. Об этом, в принципе, и есть. Вот, например, у меня есть, например, вот такой паспорт. Это временно выданный мне паспорт немцами Федеративной Республикой Германия. По этому паспорту я не имею права голосовать, я не имею права там иметь это, но это такой же документ, удостоверяющий мою личность, но я урезан в правах как не гражданин этой страны. Ну, у меня есть еще другой паспорт. Вот такой паспорт. Вот в этом паспорте я не урезан в правах, и я имею право и голосовать, и принимать участие во всей социальной и политической жизни нашей страны. Приблизительно вот так можно к этому вопросу подойти. Ну, это все, конечно же, это большой объем работы, который мы должны будем делать. Если Москва говорит мир, значит будет война, говорит Али. Абсолютно с тобой согласен, Али. Так, Ханна Лисовенко. Асан, расскажите о экономической перспективе Чеченской независимой республики. Ханна, ну я вот, что вам могу сказать? Может быть, я, конечно, точнее, я много чего не знаю о наших экономических перспективах, возможностях нашей страны. Но я могу сказать, что, например, горный туризм, да, как горнолыжный спорт, просто альпинизм, другие экстремальные виды туризма, допустим, они у нас присутствуют. У нас очень прекрасные места, и вот этот туризм, он больше подходит, чем какой-нибудь там морской и такой пляжный, скажем так, туризм. Потому что, ну, в силу нашей особенности, нашего менталитета, это нам, ну, как бы, ну, у нас и нет моря, в принципе, да, есть только там выход к Каспийскому морю, который там только через Дагестан. Вот этот туризм нам очень подходит, и я был бы очень рад, если мы развивали такое направление туризма. И это будет не тот, который сейчас Кадыровы, там, и оккупационная администрация там пытается сделать, куда не будут приезжать люди. Это будет такой туризм, где швейцарские горы, например, будут ничем, наши горы не будут уступать ничем швейцарским, там, горнолыжным курортам и так далее. Это было бы там одно направление, очень важное, хорошее направление бы для развития и горных районов, было бы очень хорошо, привлечение инвестиций, там, туристов и так далее. Также у нас имеются полезные ископаемые, очень важно вот у нас направление полезных ископаемых. Там нефть даже у нас в огромном количестве имелась. И сейчас она в цене упала, и, видимо, уже тогда она больше и не будет подниматься. И, возможно, это даже хорошо, что пускай это нефть, которую мы так и ничего от нее не получили, она перестанет существовать, и хотя бы никто к нам не будет иметь претензий из-за этой нефти, и лишний раз иметь повод на нас напасть, если у нас не будет этой нефти. Основные экономические перспективы, все для самодостаточности нашего региона, нашей страны у нас имеется. Начиная там от климата, который на такой маленькой территории, на Чеченской республике, начиная там черноземом, там, заканчивая там горно-лесистой местностью, где мы можем там и разводить разный скот, и выращивать разные, начиная от арбузов, заканчивая картошкой, разные сельскохозяйственные разные продукты. Но основное, что я бы сделал бы, да, для себя мы, в принципе, можем себя обеспечить безбедно, без голода, просуществовать мы можем, в принципе, сами абсолютно. Тем более с сегодняшними технологиями, там, сегодняшними там комбайнами, тракторами и так далее, и так далее. Основное, я бы сделал бы упор на чеченцев, на интеллектуальное развитие. Это самое важное развитие, и это нельзя нельзя у вас забрать. Это если принадлежит твоей нации, это нельзя забрать.
И я считаю, что вот экономические развития были бы в первую очередь направить перспективу на обучение, интеллектуальное оздоровление нации, которое очень важно. И с учетом того, что мы имеем связи со всеми странами Европейского Союза, сегодняшний мир, основной мир, да, который сейчас, цивилизация развития идет с Запада, неизвестно, сколько это продлится, но на сегодняшний день это исторический факт. Американская и западная культура, западная цивилизация, я ее так называю, она преобладает в мире по технологиям. Конечно же, та же Япония, которая находится в Азии, также является западной цивилизацией, несмотря на то, что она находится там, в Азии. Но в первую очередь потому, что связано экономически, научно, связаны с Западом. Что Япония, что другие страны, например, Северная Корея, Южная Корея, связана также с Западом, и поэтому у них есть вот такое, и это отголоски, лучи западной цивилизации, которые попали вот на восточную часть земного шара. И поэтому я считаю, что мы территориально находимся в Европе, на Западе. У нас сейчас на всех языках всех стран мира мы говорим. Огромные перспективы, просто невероятнейшие перспективы, невероятнейшие. И мы можем сделать там за 10 лет большой рывок, подготовив там от 5 до 10 лет, выпустить там специалистов, начать выпускать. И по 5 лет, 2 срока, да, или там 5 лет закончил, и дальше начинает получать образование молодой человек или девушка. Я считаю, что чеченцам с нашими сегодняшним положением, с учетом без ложной скромности, можно сказать, способностей чеченцев, и я это связываю в том числе и потому, что мы много лет добивались места под солнцем, конкурентоспособный наш народ. Я бы считал, что было бы самым важным направлением именно в образование молодежи вложить. Вот вся молодежь должна быть повернута на юриспруденции, на экономике, на науке. И в этом плане, мне кажется, было бы очень хорошо иметь такие возможности. Это было бы и возможно, и очень необходимо нам в нашей тяжелой ситуации. Это дало бы нам большой такой рывок. Ну, в принципе, вот что я могу сказать. Такое мое субъективное мнение. Хамзат Гилаев, все будет Ичкерия, Аслан. Да, Мула Хамзат, нисколько нет сомнения. Да, Мула, все будет Ичкерия, и никуда от нее нам не деться. Reality French English. Машуаль, Аслан. Ассаламу алейкум. Какие у них планы в будущем для Чечни? Что ты думаешь, Аслан? Алейкум салам. Машал Хиль. Ты имеешь в виду у русских? Ну, чтобы мы остался таким же субъектом Российской Федерации, чтобы выкачивать недра, чтобы наши солдаты без образования только вот умели воевать, использовали вот этот навык наших многовековой наш опыт ведения военных действий, использовать на благо империи, для нужд и целей империи, и Российской, Русской империи. Вот их цель. Никакого развития, ничего. Всего, что мы можем добиться, это стать каким-нибудь большим начальником, до подполковника или полковника в вооруженных каких-нибудь там службах найти России. Ну или там, когда тебе там дарят, как Кадырову, генералом, милицейским какими-нибудь генералами быть, да? И все. Вот что мы можем. Просто посмотрите, что у нас на Чечне есть. Это в Чечне у нас имеются спортзалы и мечети. Все. Это все развитие, которое нам русские предполагают, которое нам они допускают иметь. Перспективять. Абсолютно. Поэтому
Поэтому ничего хорошего от русских нам в любой момент мы опять можем подвергнуться. Даже вот сейчас мы подвергаемся жесткому прессингу, давлению. Над нами конкретно лишены, урезаны в правах. Мы очень лишены в правах. Так. Адам Цетер. Асна, сейчас комнатные Палестины освободительные затаквирят. Они на слово свобода реагируют как черт на ладан. Да уже в который раз, я уже привык. Аду Давлетюк на берегу Каспия. Леч Альтман. Наука это религия современности, потому что объединяет интеллектуалов всего мира, независимо от расы, национальности и вероисповедания. Ну, я не согласен, Леч Альтман, что это религия, наука это религия, но это то, что нужно изучать. Все науки нам нужно осиливать. Если мы такие параллели проводим, некоторые люди начинают как-то цепляться к нашим словам и искажать их. Религия это то, что верят, а наука это то, что можно доказать. Да. Вайорг. Иса, Чечня ждет жесточайшая иллюстрация. Кому-то даже голову отрежут, говорит. Так. Хамзат Гилаев. Иса. Так. Это не мне. Так. Старый житель. Единственный выход из данной ситуации для кавказских народов это конфедерация. Пример Швейцарии. Швейцария образована из 4 наций. В каждой земле свой язык и грамматика. Нейтральное государство. Да. Если просто они... Так. Рамазан Ильясович, я слышал, что звание генерала не дают над меньшинством, если только есть брак с русской. Знаешь что-нибудь про это? Ну, я не знаю, как сейчас, наверное, сейчас то же самое, особо ничего не изменилось, но раньше, да, именно так и было. Если ты не связан узами брака и не показываешь, что ты стопроцентный русский, больше русский, чем русский, то, да, тебе генерала было не видать. И Джохар Дудаев получил только лишь из-за того, что он был на 2 головы выше всех своих однокурсников и Академии Генштаба, где учился на генерала. Ну и, конечно же, что вот у него жена была русская, это, я думаю, тоже сыграло определенную роль. И я думаю, он мог бы не получить генерала. Даже такой интеллектуал, как Джохар Дудаев, мог не получить генерала. Все возможно. Чеченский след. Сегодня в Чечне армия и ММА. Плюс фабрика Кадырова по пошиву одежды для школьников. Каждый год нужно купить новую или не пустят в школу. Вот тебе пример. Кстати говоря, это Чеченский след, канал нашего друга. Можете подписываться на этот канал. Чеченский след. Если не трудно, скинь ссылку сюда. Я ее потом под постом здесь тоже вывешу. И под этим видео тоже, если ты разместишь, я ее закреплю сверху. Канал Чеченский след, самые актуальные новости, подписывайтесь, будет много интересного, много будет интересного расследований и видео на этом канале. Да, Чеченский след, они и птицефабрики их, и форму шьют, они вот на всем они зарабатывают, только они. Антирашизмус. Ассаламу алейкум, ассалам машал, довежашка остальным. Витаю хунта, гамаджоба, добрым соседям грузинам. Ва алейкум салам антирашизмус. Машвовель, или салам машал. Адю давлету. Гринот даже при Кадырке Чечне есть шариат. Никто не мог отнять у нас религию, а территорию отжали. Говорит. Старый житель. Религия в Швейцарии тоже разная. Ну, в Швейцарии, я был в Швейцарии, я почти месяц пешком прошел эту Швейцарию, там с севера до почти до юга, или
по пол Швейцарии мы прошли пешком. Я узнал для себя очень много про Швейцарию. Это на самом деле очень интересная, уникальная страна. И очень толерантная и терпимая страна. И за все это время, пока мы шли, там было очень сложно поставить где-нибудь палатку даже, потому что каждый клочок земли имеет хозяина на этой территории. И что я заметил, этот народ очень открыт, очень открыт. Мы когда пришли первую ночь, по-моему, когда мы хотели где-то остановиться, и мы уже с территории Франции зашли на территорию Швейцарии, и нам нужно было где-то остановиться на ночлег. И мы нигде не могли найти место, где можно поставить палатку, палатки, нас было много человек. И мы пошли в полицейский участок. Зашли в полицейский участок и сказали, вот, мы хотели бы где-то остановиться. Мы правозащитники там и так далее, идем в Гаагу, пеший марш там со Страсбурга в Женеву и так далее. И полицейский нам начал предлагать там разные варианты. И говорит, вот есть кемпинг, остановитесь на кемпинге там и так далее. Но на кемпинге это было, надо было сбиваться с маршрута, платить там приличную сумму денег, которые нам нужно было еще далеко идти, нам надо было рассчитывать свой бюджет. И мы просто хотели, у нас были свои палатки, там мы закупали еду, нам привозили люди еду. Но, короче говоря, нас не устраивал вариант с кемпингом. И тогда мы говорим, ну вот мы правозащитники, помогите нам как-нибудь, что вы можете для нас сделать. Вот так мы насели на полицейского швейцарского. И тогда он говорит, вы можете, вот сейчас мы как раз выходили из города, забыл, это маленький небольшой городишко, вы можете остановиться где-нибудь в поле, подойти к фермеру, попросить его разрешения остаться у него там на территории. А как раз было начало сезона подготовки к сезону, или сбор урожая был, или посев, ну, вот, по-моему, сбор был. Ну, короче говоря, мы вели этот диалог с полицейским, а сзади нас стояла молодая девушка, лет 25, может быть, может моложе 20. Она услышала наш разговор, когда мы отошли от полицейского, мы думали уже сейчас, как бы быть, там, вперед выслать машину, посмотреть, где можно, там надо же поехать по всем фермерам, договориться. И эта девушка сказала, я могу вам помочь, позвонила своим родителям. Она была дочь фермера, у нее была огромная территория, несколько, десятки гектаров земли. На прекрасном месте просто, старинный древний такой дом, ангары тоже древние, и новая такая хорошая, тракторы, техника такая стояла. И все вот такое старое, огромное, массивное, такое качественное, они потомственные фермеры были, там уже в каком-то поколении этот швейцарец жил. На этой земле, которая досталась ему от его родителей. Она позвонила своей маме, мама позвонила своему мужу, и отец, как глава семьи, дал свое согласие. И мы приехали, дошли до этого места, сперва поехали, договорились, сказали, что мы придем, сказали, во сколько группа наших пеших правозащитников подойдет к этому месту, мы приблизительно знали, сколько идти, да, тоже по Google карте показывает, сколько тебе до определенной точки идти пешком. Мы дошли, очень нам дали хорошее место на поле, утром мы поблагодарили его, и так до следующего садился кто-то в машину, ехал, договаривался приблизительно, сколько мы километров пройдем, там 20 километров надо нам в этот день пройти, приблизительно 20 километров отчитывается, и по фермерам спрашиваешь. И очень гостеприимные, очень приветливые. На следующую ночь, когда мы остановились уже у другого фермера на территории, он нас поселил у родника, где мы купались, хотя было холодно, такой горный родник был. Некоторые купались. Вода была, пить из него можно было. И он к нам пришел с женой вечером в наш лагерь.
мы пили чай и рассказывали. Он очень хорошо знал, и он и его супруга очень хорошо знали про Путина, кто такой Путин, что такое Россия. И было очень интересно. Он нас всячески поддерживал и прям был восхищен Саид-Амином Ибрагимовым, его жизненным путем, по которому мы рассказывали. Очень интересно. Кстати, скоро мы опять начнем пешие марши. Присоединяйтесь все, помогайте нам, привлекайте внимание к этому. Пока мы не добьемся, пока фашистский русский режим не будет осужден в Международном уголовном суде в Гааге за тягчайшие преступления, мы от этого не отступим. Никогда. Далмула. Поэтому присоединяйтесь, господа хорошие. Будем биться за наши права вместе. Так. Ассаламу алейкум, лом-али. Ассаламу алейкум, раматуллаху баракату, ежери Аллах дал атту бойлвай дик чуманда. Амин Аллах. Ва алейкум салам. Столицу надо сделать Тбилиси, говорит старый житель. Ну почему же Тбилиси? Можно сделать и Джохар. Очень даже неплохой город, я тебе скажу. Будет особенно, когда мы его будем перестраивать. Адам Центр. Так, это не мне, ломали тири. Так, это тоже не мне, старая дружба. Это же скучно. Так, Адам Грузинский. Я раньше спрашивал. Начало вопрос. Адам Грузинский. Я раньше спрашивал, а сейчас и сейчас спрошу. На картах Атлас Астрахань принадлежит Чечне, как и Ставрополь. После деоккупации мы имеем право на международном суде потребовать эти земли обратно. А если у нас есть основания для этого, то, конечно, мы имеем право. Но если мы, например, говорим, что вот наша территория такая-то, Конституция, она как-то ее оговаривает, то потом мы уже как бы выходим. Но с юридической точки зрения, если у нас есть основания, мы этим должны заниматься постоянно. У нас должны быть люди, которые будут заниматься юридическими делами все время. При Европейском суде по правам человека у нас должна быть своя группа юристов находиться. В других международных институтах должны находиться свои юристы, грамотные люди. И мы должны этим все время это и есть защита твоего государства. Это борьба за свое государство. Сейчас в мире не оружием завоевывают, а вот бумагами завоевывают. Так себе права, полномочия. И да, это сложнее, это дольше, это надо уметь делать, да, но и воевать тоже надо уметь, да, и, по крайней мере, люди не гибнут, когда занимаются юриспруденцией, по крайней мере, не так много гибнут. Так, Макс Гартнер, салам машалду, Аслане Вежешка, витаю хунта, приветствую соратников, соседей, валейкум салам, машвой, Макс Гартнер. Так, решайте сами, что на основе Корана. Анзорино завещание шейха Мансура, мусульман Кавказа. Решайте между собой на основе Корана и Сунна. Мы именно этому и придерживаемся, Анзорино, и подменой понятий заниматься не стоит. Мы придерживаемся Корана и Сунны. Мы будем решать все в соответствии с нашей культурой, с нашими обычаями, с нашими законами, как писанными, так и неписанными, да, в соответствии с нашей религией. Потому что наша религия – это неотъемлемая часть нашей культуры. И мы не можем в отрезке нее что-то делать. Мы такие. И мы должны в соответствии с этим делать. Конечно же, это будет делаться в соответствии с Кораном и Сунной. И в соответствии с наша Конституция именно в соответствии с Кораном и Сунной и принята. Так, Хамзат Гила, ихним преступлениям нет оправдания, ничего их не спасет от кары. Да, я полностью с тобой согласен. Никакого оправдания я не вижу. Никакого оправдания преступлениям предателей нет. Так, Эдмамедов приветствует. Салам, Аслан. Я не понимаю, почему Украина дает приют таким, как Бабченко. Я слышал, что от тебя смотрят украинские блогеры, которые есть представители в Раде. Может, они сделают запрос про этих наемников.
Салам Эд, Бабченко сейчас живет в Израиле, он уехал из Украины, не знаю почему экстренно эвакуировался, но нашел какие-то себе корни. Это очень удобно, кстати, найти справку еврея и уехать в Израиль. При этом оставаться там абсолютно русским. Да, такая лазейка, как сюда в Германию приезжали под видом там русских немцев и так далее, находя там какую-то там бабушку на 7-я вода на киселе, находить родственников и говорить, что мы немцы, там, евреи и так далее. Но для того, чтобы Бабченко там признавали так, наемником, нужно много провести с этой стороны работу. Сейчас это как бы очень сложно доказать, что это люди-наемники. Но как только в Международном уголовном суде признают акт агрессии против нашей страны, то эти люди автоматически будут становиться наемниками. Они уже будут квалифицироваться в Международным уголовным судом как наемники, так как они признают акт агрессии. Акт агрессии, геноцид, военные преступления против человечности, 4 статьи тягчайших преступлений, совершенных против нашей страны и нашего народа, чеченского народа, мы подали и будем добиваться. Все основания для этого у нас есть. Я не понимаю, почему Международный уголовный суд в Гааге, другие высшие инстанции международных институтов не соблюдают свои прямые должностные обязательства и не берут это расследование. Их пассивничество, их нежелание выполнять свои прямые функциональные обязанности, я рассматриваю как трусость, подлость и нарушение уголовного международного права. Они не имеют права не рассматривать эти предложения. В Руанде был совершен геноцид над народом, и эти люди понесли ответственность, да, были признаны виновными в Сербии, например, Сербия, Югославии, да, над хорватами, боснийцами был геноцид. Это тоже признали геноцидом. Над евреями был совершен геноцид. Это тоже признали геноцидом. И до сих пор это является примером для всего мира, как не должно быть, какое человечество было жестоким. И немцы это сами признают. Но почему-то вот чеченцам отказано в этом праве. Цыганам признали, что был над ними геноцид. Да? Но вот чеченцам, нам отказывают. Нам отказывают в этом праве. У нас есть все основания, фото, видео. Да нету того, что было во время Второй мировой войны. Столько доказательной базы. Хотя и наша доказательная база уничтожалась. Все доступно, все открыто. И я расцениваю это только трусость, малодушие европейских чиновников, европейских политиков, которые боятся признаться, что они являются косвенными соучастниками этого геноцида, молчаливыми наблюдателями этого геноцида, а иногда и принимавшие участие, не прямое участие, а способствовавшие этому преступлению. Да, там, своими разными озабоченностями и откровенным искажением юридических фактов в пользу России. И мы будем добиваться, и нам не важно, Россия это будет или там другие какие институты это будут, в которых мы будем доказывать свою правоту и будем отстаивать. И отстоим. И мир и права человека, Международная ассоциация «Мир и права человека», президентом которой является Саид Амин Ибрагимов, ученый права, человек, который посвятил всю свою жизнь в борьбе за права людей, который является к большой моей чести для меня, моим учителем, моим старшим братом, самым дорогим и близким мне человеком, который добивается этого. И мы будем продолжать добиваться и будем все сделать для того, чтобы чеченский народ был восстановлен в своих правах.
наравне с другими народами. Нету ни одного народа на земле, в мире на сегодняшний день, ни одного народа более ущемленного в правах, более лицемерно ущемленного в правах, чем чеченский народ на протяжении последних 25 лет. Я обращаюсь и к украинским блогерам, и другим. Приезжали, просили нас, говорили нам, да, нас поддерживают украинские блогеры. Я состою в группе украинских блогеров. Приезжал, Дедусик к нам приезжал, есть такой, Виктор Суходольский. Нестор Воля приезжал, тоже украинский блогер. Меня приняли в группу украинских блогеров официально, почетным, я членом являюсь этой организации, группы блогеров, так как не являюсь гражданином Украины. Они просят нас, оказывается, и я должен им передать кое-какие документы, и мы в этом направлении вместе будем заниматься. Но мы писали в Раду, сами писали, в Раде имеется наш документ, но нам не отвечает Рада. Украина, официальные власти Украины ведут себя не совсем так, как должны вести себя чиновники, чья страна подверглась агрессии уже на протяжении 6 лет. Есть много вопросов, но я не хочу лезть в украинские дела. Я знаю, что они сами не рады некоторым вещам и сами борются. Мы будем помогать им всячески. Ну и, конечно же, ждем и помощи для себя тоже. В первую очередь, информационном освещении нашей деятельности. Так, Адам Грузинский, я раньше спрашивал, сейчас спрашиваю, так, это ты уже спрашивал. Чеченский след, WhatsApp фото отправили по теме, интересен стрелок в центре фото. WhatsApp, я посмотрю сейчас. Да, шмаляет он, конечно. Так. Адам Цетер, Анзор, не знаю, как вы решали, в моей семье, в моем кругу, все решали по шариату, даже при СССР. Да, это подмена понятий, нам навязывают. Давай сейчас не будем возвращаться. Да, я с тобой согласен, Адам Цетер. WhatsApp можно на компьютер перевести, и это удобно стримерам. Да, я не знал. Кстати говоря, надо будет. Я подумаю над этим. Спасибо за совет, New Horizons. Так, Reality French English. Правозащитные организации не действуют, потому что они получают много денег за молчание или бездействие. Последнее, что сейчас нужно России, это обвинение в геноциде. Да, это самое последнее, что им сейчас нужно, и они не хотели бы это получить. Так, господа хорошие, я так понимаю, 1,5 часа нашего эфира уже подходит к концу. Я надеюсь, было интересно, надеюсь, было познавательно. Побольше будем сохранять эту информацию, как нашего государства, так и разных других моментов. Всем, кто живет в Чеченской Республике во временно оккупированной, передаю всем салам маршал, держитесь, не забывайте про меры карантина, зараза это не прошла, она до сих пор есть.
всего самого хорошего нам всем. Всего самого хорошего желаю. Спасибо за то, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Ассалам алейкум. Маш Ойл. Всего хорошего. До свидания, друзья.